Этноландшафтные регионы Евразии за исторический период. В научном наследстве академика Берга, помимо многочисленных хорошо известных исследований, стяжавших ему заслуженную славу, есть отдельные мысли, которые не нашли воплощения в специальных трудах и в свое время не были оценены по достоинству. Уже в начале века Берг ставил проблемы, для разрешения которых требуется огромный фактический материал. Одной из таких проблем и посвящена эта небольшая статья. Еще в 1922 году Берг выдвинул следующее положение. Географический ландшафт воздействует на организмы принудительно, заставляя все особи варьировать в определенном направлении, насколько это допускает организация вида. Тундра, лес, степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на островах и так далее – все это накладывает особый отпечаток на организмы. Те виды, которые не в состоянии приспособиться, должны переселиться в другой географический ландшафт или вымереть. Под ландшафтом понимается участок земной поверхности, качественно отличный от других участков, окаймленный естественными границами и представляющий собой целостную и взаимно обусловленную закономерную совокупность предметов и явлений, которая типически выражена на значительном пространстве и неразрывно связана во всех отношениях с ландшафтной оболочкой. Берг выдвинул этот тезис, имея в виду теорию эволюции всех форм органического мира. Но в таком широком применении любой тезис не только может, но и неизбежно должен встретить массу возражений. Прежде всего, невозможно исключить все другие факторы, влияющие на эволюцию, например, селекционизм или климатические колебания общепланетарного масштаба и тому подобное. Возможно и недоразумения, к числу которых следует отнести сопоставление хрономического, от греческого «хорос» — место, принципа Берга со спекулятивной концепцией географического детерминизма Бодена и Монтескье. Сходство здесь чисто внешнее, а разница глубокая и принципиальная, но это вскрывается лишь при детальном добросовестном разборе обоих тезисов. А таковое можно проделать только на конкретном материале. Отсюда яствует, что для проверки правильности тезиса нужно выбрать подходящий материал, то есть вид, модификации которого были бы точно локализованы и датированы, и ландшафт, достаточно изученный как в пространстве, так и во времени. Нашим требованиям отвечает, как ни странно, вид Homo sapiens, формой существования которого являются устойчивые коллективы, называемые этносами или народностями, под которыми мы понимаем коллективы особей, противопоставляющие себя всем прочим коллективам. С одной стороны, этносы граничат со специфической формой движения, развитием человечества по спирали, а с другой, через добывание пищи, с биоценозом того ландшафта, в котором данный этнос образовался. Ибо люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться. А все это они получают от географической среды, именуемой природой. Судьбы вида Homo sapiens известны на протяжении 2000 летий лучше, чем судьбы любого другого вида. Поэтому для решения поставленной Бергом проблемы мы привлекаем новый материал — историю. Не безразличен и выбор территории. История народов доколумбовой Америки, Австралии, Африки, южнее Сахары и даже Океании известна столь отрывочно, что надежным пособием для проверки любой закономерности быть не может. Более полно изучена история народов Западной Европы и Юго-Восточной Азии. Многообразие факторов, влияющих на исторический процесс, затрудняет подыскание однозначных решений для частных задач и вспомогательных исследований исторического процесса в целом с учетом географического фактора. Ландшафт прибрежных территорий лишен резких переходов, и, следовательно, все природные закономерности, наличие которых бесспорно, сглажены, поэтому здесь их гораздо труднее выявить. Наиболее подходящей областью исследования является внутренняя часть Евразийского континента, четырехугольник степей, тянущийся от уссурийских джунглей до Динарских гор, очерченный с севера зоной тайги или влажных лесов, а с юга пустыни, в которую вкраплена цепочка оазисов. История обитающих здесь народов известна с V века до нашей эры. Соотношение их хозяйства, быта и организации с колебаниями степени увлажнения аридной зоны изучено специально. Очень важно, что большую часть известного нам периода евразийские степняки жили натуральным хозяйством, то есть были крайне тесно связаны с биоценозами населяемых ими регионов. Поэтому природные закономерности в их исторических судьбах проявлялись здесь более резко и могут быть учтены. Утверждая это, мы ни в коей мере не забываем о роли производительных сил и связанных с ними производственных отношений. Но в ранние эпохи, когда господствовало натуральное или простое товарное хозяйство,
Производительные силы общества были связаны с эксплуатацией природных богатств при довольно стабильной технике на протяжении многих веков. В этих условиях воздействие человека на природу было весьма ограниченным. Главным было приспособление к ней, и, надо сказать, древние народы достигли максимальной степени адаптации к вмещающим их ландшафтам. Прирост населения в рассматриваемый период регулировался в значительной степени межплеменными войнами и детской смертностью. Разумеется, изолированное существование таких человеческих коллективов не означало их отключение от всемирно-исторического процесса социального развития, но механизм этого явления сложен, и мы вернемся к нему специально в конце статьи. Наша задача — проанализировать соотношение социальных и природных факторов, неотделимых друг от друга. В принятом нами аспекте целесообразно рассмотреть это население с точки зрения естественной науки, исторической географии, как антропофауну, что отнюдь не противоречит наличию других аспектов, при которых исследователь ставит перед собой иные задачи. Предлагаемая работа является всего лишь осуществлением задач, намеченных Четвертым съездом Географического общества СССР в мае 1964 года в Москве. Для решения поставленной нами проблемы крайне важен выбор методики, так как гуманитары и естественники подходят к решению одной и той же задачи совершенно различно. Для историка-источниковеда важно прежде всего установить аутентичность источника, а затем проверить его данные путем внутренней и компаративной критики. Такая методика для географа непригодна, так как авторы древних и средневековых источников никогда не интересовались проблемой, занимающей нас, и ничего по этому поводу не писали. И из их сочинений мы можем извлечь только некоторое количество фактов в хронологической последовательности и при тщательном анализе обнаружить некоторые причинные связи между событиями. Это все. Однако ученые и естественники никогда не получают больше, а тем не менее умеют создавать эмпирические обобщения по степени достоверности, не отличающиеся от научно установленного факта. Только этим путем развиваются, и, надо сказать, блестящие естественные науки в XX веке. Поэтому нам нет причины отказываться от применения этой методики к большому уже собранному материалу до нашей эры. До XVIII века нашей эры в евразийских степях бытовал один способ производства – кочевое скотоводство. Если применить к ним одну общую мерку, то мы должны полагать, что все кочевые общества были устроены единообразно и были чужды всякому прогрессу настолько, что их можно характеризовать суммарно, а детали отнести за счет племенных различий. Такое мнение действительно считалось в XIX и начале XX веков аксиомой. Однако фактический материал, имеющийся в нашем распоряжении, позволяет его отвергнуть. Несмотря на устойчивое соотношение между площадью пастбищ, поголовьем скота и численностью населения, в евразийских степях не было и тени единообразия общественно-политических систем, а за 3000 лет своего существования кочевая культура прошла творческую эволюцию, не менее яркую и красочную, чем страны Средиземноморья или Дальнего Востока. Однако местные условия придали истории кочевников несколько иную окраску. И наша задача состоит в том, чтобы уловить не столько элементы сходства между кочевыми и земледельческими общественными системами, сколько различия, и указать на их возможные причины. Территориальное распределение древних народов было отнюдь не беспорядочным, однако естественные границы их места обитания определялись не рельефом, например, горными хребтами и многоводными реками. Так хунны жили в современной Монголии, как внутренней, так и внешней, но до 93-го года нашей эры не занимали Западной Джунгарии, несмотря на то, что последняя увлажняется гораздо обильнее, до нее доходят атлантические циклоны, и более благоприятно для обитания. В хунское время в Западной Джунгарии жили малочисленные племена, политически зависимые от хунского Шаньюя, однако хунны на их земли почему-то не посягали. Та же ситуация сложилась в III-VI веках, когда воинственные жужжане господствовали на бывшей хунской территории, а склоны Алтая, Тарбакатая, Саура и Семиречья заселяли потомки оттесненных на запад хуннов, чуйские племена — Чуюи, Чуми, Чумугунь, Чубань и разрозненные племена Теле, предки уйгуров. Жужжане, как раньше хунны, претендовали только на политическую гегемонию, но не на пастбище джунгарских степняков. Может показаться, что положение радикально изменилось во второй половине VI века, когда тюркюты, обитавшие до тех пор на склонах Хангая, захватили и восточную, и западную половины Великой Степи, объединив их в одну державу.
Однако уже второе поколение, дети завоевателей, раскололи Великий Каганат на восточный и западный, причем граница между ними проходила по той же незримой грани, сыпучим пескам Восточной Джунгарии. И что самое интересное, когда в 747 году создался уйгурский каганат, граница прошла там же. Видимо, не случайно в XII веке здесь же проходила граница между найманами и кираитами, в XIII веке между монгольскими повстанцами, ханами Арикбукой и Хайду, опиравшимися на местные племена, и великим ханом Хубилаем, использовавшим ресурсы покоренного Китая, а в XV-XVIII веках между калмыками и монголами. Что же общего было между державами, существовавшими на территории восточных степей, и какая преемственность с этой точки зрения имела место в государствах, располагавшихся на степных территориях, примыкавших к Алтаю и Тарбагатаю? При этом будем рассматривать непосредственно общественно-политический строй как чуткий индикатор состояния этноса. Для всех народов восточной половины степи было характерно наличие сильной централизованной власти. Только этим схожи между собой родовая империя Хунну, Орда-Жужань, вечный эль архонских тюрок и уйгурская теократия с манихейской церковью, стоявшей выше хана. На западе мы наблюдаем цепь конфедераций, племенных союзов, последним из которых был Дурбен-Ойратский союз, классический пример децентрализации. Теперь попробуем найти объяснение этому явлению, и не на земной поверхности, а несколько выше, в атмосфере. Над территорией Северной Монголии в зимнее время находится центр антициклона, и зимние осадки почти отсутствуют. Летом пустыни Центральной Азии раскаляются за счет инсоляции, фронт полярного воздуха отступает на север Монголии. В размытую таким образом барическую депрессию вторгается влажный воздух, и в эти месяцы здесь выпадает до 90% осадков в виде летних дождей. В регионе Алтая и Тарбагатая наоборот. Атлантические циклоны несут много влаги, выпадающей зимой в виде снега. Зато лето обычно сухое настолько, что трава в степи выгорает. Граница между обоими регионами проходит именно в Восточной Джунгарии, через которую в меридиональном направлении тянется экстрааридная полоса, по климатическим условиям сходная с пустыней Такла-Макан, осадков меньше 100 мм в год. Эта полоса не является стратегическим барьером, она не широка, и сыпучие пески можно легко обойти с юга и севера по склонам Тянь-Шаня и Монгольского Алтая, где с гор стекает ключевая вода. Однако способ пасьбы скота по сторонам от этой полосы был не одинаков. На востоке скот все время пасся в степях, и пастухи постоянно встречались друг с другом, что создало привычку общения и возможности координации в масштабах всей страны. В предгорьях Тяньшани и Тарбагатая кочевники летом выгоняли скот на Джейляу, горные пастбища. Подъем в горы проходил по узким долинам, каждая из них принадлежала отдельному роду, равно как и альпийские луга, на которых скот пасся летом. Так создавались навыки изолированного ведения хозяйства, что и отразилось на характере политических образований. Вместо ханств здесь возникали племенные союзы. Однако, несмотря на различия монгольского и Алтай-Тяньшанского регионов, у них есть нечто общее, крайне важное для хозяйственной жизни и политического бытия — сочетание горного и степного ландшафтов. Горные хребты, покрытые лесом, крайне важны для кочевого хозяйства. Древесина необходима для изготовления повозок, юрт, стрел. В горных лесах водятся орлы, моховые перья которых шли на оперение стрел. В периоды большого снегопада, когда кизяк бывает припорошен снегом, валежник дает необходимое топливо. Во время вьюг лес становится прекрасным укрытием. Не менее важны были и горные хребты, как стратегические пункты, так как без проводников враг не мог пробраться в ущелье, где обычно прятались женщины и дети. Короче говоря, без горного леса кочевники не имели средств для создания сильных держав с каким бы то ни было политическим строем. И с этой точки зрения мы должны выделить в особый регион Орело-Каспийскую низменность, где рельеф ровный, а увлажнение пониженное, меньше 100 мм в год. Население кочует здесь не по сезонам, как в двух первых вариантах, а круглый год по определенному кругу, от колодца к колодцу. Снеговой покров здесь настолько тонок, что позволяет держать скот исключительно на подножном корму. А весной, когда вся пустыня одевается нежно-зеленой травой, вследствие таяния снега, скопившегося за зиму, эти пастбища являются особенно ценными для каракулевых овец. Аналогичные условия наблюдаются и в Восточной Монголии.
но близость описанного центрально-монгольского комплекса исключила возможность создания здесь особого культурного региона. Но, несмотря на это положительные качества природных условий, прирост скота и населения в Арало-Каспийской низменности был ограничен, а плотность населения ничтожна. Это обстоятельство обусловило возникновение особых общественно-политических структур в этом регионе. В VI веке до нашей эры в Арало-Каспийской области жили массагеты. По-видимому, одна из ветвей саков. Масс плюс сака плюс та, большая сакская орда, ставка. По поводу их образа жизни и ныне уместно повторить слова Страбона. В результате своих исследований историки не сообщили об этом племени ничего точного и правдоподобного. Поэтому мы и обратимся к народам, обитавшим на этой территории в более позднее время и лучше известным ученым. Во II веке до нашей эры на берегах Каспийского моря жили сарматы. А во II веке нашей эры это была восточная окраина союза племен, возглавленных аланами, которых около 158 года хунны оттеснили на запад за Волгу. Хунны не остались на Приуральской равнине, они предпочли Волго-Уральское междуречье и, объединившись там с уграми, образовали новый народ, который по удачному предложению Иностранцева принято называть гуннами. Дальнейшая история гуннов освещена относительно неплохо, но о восточной окраине их владений нет никаких сведений. Известно лишь, что в IV веке здесь, или немного южнее, в низовьях Сырдарьи, обитали хиониты, которые в 356-357 годах воевали с Ираном, а в 359 году в составе иранской армии штурмовали Амиду. Об их внутреннем устройстве и образе жизни нет никаких сведений. В середине VI века тюркюты вторглись в Поволжье и, следовательно, оккупировали приуральские степи. В истории Великого Каганата о судьбе этих территорий нет ни слова, и только из сообщений, относящегося к X веку, известно, что здесь обитали два народа — гузы и печенеги. Не странно ли, что о приуральских степях нам ничего не известно, в то время как история Монголии, Джунгарии и Семиречья описана весьма подробно? Это не может быть случайностью. Виной тому особенности древней историографии. Внимание летописцев привлекали преимущественно грандиозные, из ряда вон выходящие события. Обыденное их не интересовало. Поэтому те местности, где не возникали агрессивные державы, где не организовывались походы и где не сооружались огромные дворцы или храмы, выпадали из их поля зрения. То, что кочевники ежегодно повторяли свои маршруты от колодца к колодцу и отгоняли волков от стад и табунов, историки древнего мира считали настолько очевидным, что не находили нужным это фиксировать. Только Гордизи и Константин Багряно-Родный оставили описание быта гузов и печенегов в точности отвечающие нашей реконструкции. Поэтому не будет ошибкой экстраполировать данные историков X века в древность, тем более что ландшафт приуральских степей за историческое время менялся только за счет соотношения пустынь и полупустынь. Соответственно этому в засушливые эпохи уменьшалась численность населения, характер же хозяйственной деятельности оставался неизменным. В этом регионе основой общественной жизни был материнский род – агус, управлявшийся старейшинами. Группа родов управлялась советом старейшин, причем председательство переходило от одного родового старейшины к другому по очереди. Только в далеких походах власть принадлежала военному вождю, при избрании которого учитывались не только старшинство, но и способности. Все особенности общественного устройства этого района, как мы видим, были обусловлены повседневной хозяйственной деятельностью, единственно возможной в этих природных условиях. Из этих степей ведут свое начало многие народы-завоеватели. Основание парфянской династии Аршакидов приписывается сакам. Сельджуки, захватившие в XI веке всю Переднюю Азию, были туркменами, выходцами из Приуралья. В XVI веке Шейбани-хан привел сюда же кочевых узбеков и захватил Самарканд и Бухару. Это как будто бы противоречит нашей точке зрения. Однако на самом деле противоречия нет. Саки и сельджуки некоторое время, около полустолетия, жили на склонах Капитдага и в северном Хорасане, где они привыкали к совершенно иным природным условиям, после чего превращались в завоевателей. Узбеки, прежде чем одержать окончательную победу над последним Тимуридом Бабуром, всю вторую половину XV века локализовались между Атраром и Ташкентом и опирались на некоторые слои оседлого населения оазисов, недовольные Тимуридами. Приведенные возражения только подтверждают хрономический принцип Берга — способность вида к адаптации и конвергентность формообразования этнических сообществ.
Хуже всего освещена в литературе история угро-самодийских племен, живших в лесостепной полосе Восточной Европы и Западной Сибири и занимавшихся наряду со скотоводством лесной охотой. Это были храбрые, воинственные люди, имевшие свои весьма устойчивые этнографические особенности, сохранившиеся в виде отдельных обычаев до нашего времени. К сожалению, сведения о них очень скудны. Ясно только одно: угры и самодийцы в III-IX веках были грозной силой. Они проникли даже в Арктику, частью подчинив, частью истребив местные племена. Каждый из так называемых угро-финских народов имеет финскую и угорскую ветви: эсты и ливы, горные и луговые марийцы, мордва Эрзи и мордва Мокша. Наиболее северная ветвь угров проникла в Скандинавию до широт Стокгольма, и предки шведов и норвежцев с трудом оттеснили пришельцев на крайний север полуострова. Венгры, жившие в Приуралье, были организованы в боевые единицы под командованием талантливых полководцев. Все это косвенно указывает на то, что угры отнюдь не были примитивным народом, хотя описать их общественный строй невозможно без привлечения этнографических параллелей, чего мы предпочитаем не делать, так как этот скользкий путь часто ведет к фантастическим заключениям. Однако географическая дедукция позволяет восполнить пробел исторической науки. В лесостепном ландшафте возможно ведение комбинированного натурального хозяйства, в котором сочетаются примитивное земледелие, отгонное скотоводство, охота, рыболовство и бортничество. Многосторонность хозяйства давала уграм большую независимость от климатических воздействий, чем специализированное хозяйство тюрков. Возможно, было и большее накопление продуктов, благодаря чему часть мужчин могла всецело посвятить себя подготовке к войне. В результате было одержано много побед, зафиксированных не в истории, а в этнографии. Но для нас важно то, что угры направляли свои дружины не в степи и сплошную тайгу, а на грань леса и тундры, а также в Закарпатье и Прибалтику, где преобладали привычные для них ландшафты, тем самым подтверждая хрономический принцип Берга, то есть способность организмов к адаптации, определяющую возникновение конвергентных форм. Теперь перейдем к рассмотрению оседлых народов, населявших оазисы экстрааридной зоны, к югу от Восточного Тянь-Шаня, и речные долины Дона, Терека и дельты Волги. Нет нужды менять методику исследования, потому что земледельцы организуют флору той территории, которая их кормит, а кочевники — фауну. Но это скорее сходство, чем разница. Человеческий коллектив всегда во многом зависит от вмещающего ландшафта. Пустыня Такло-Макан для жизни человека непригодна, но речки, стекающие со склонов Тянь-Шаня, Куэнь-Луня и Нянь-Шаня, орошают небольшие ее участки. Так в оазисах Хотана, Яркена, Кашгара, Аксу, Кучи, Карашара, а также в Люкчунской впадине, Турфанском оазисе, образовались группы народностей, сменявшие друг друга. В первые века нашей эры здесь жили европеоидные тахары и арсии. Во втором веке нашей эры в Хотан проникли саки, а в VI веке — эфталиты. В VIII веке в оазисах и горных долинах Тянь-Шаня стали селиться разные тюркские племена, и около 861 года северо-восточная часть описанного региона получила название Уйгурии. Не следует смешивать ее с ханством кочевых уйгуров на берегах Архона 747-847 годов, а юго-западная досталась карлукам. В XV-XVI веках эту местность постепенно захватывали выходцы из Ферганы, и только в середине XVIII века ее оккупировали маньчжуры, не оставившие заметных следов в культуре страны. Несмотря на то, что менялись расы первого порядка, языки, религиозные системы, письменность и так далее, признак, отмеченный нами как индикатор, был устойчив. В оазисах складывались отдельные небольшие коллективы, независимые друг от друга, потому что их разделяли пустыни. Так как через оазисы долгое время проходил караванный путь, то господство в них принадлежало купеческой аристократии. Когда же караванный путь потерял свое значение, ослабела и экономическая мощь оазисных народностей, и сила сопротивления внешним завоевателям, и самостоятельность отдельных культур. Можно усомниться, вправе ли мы рассматривать караванный путь в качестве географического фактора. Однако следует заметить, что ведь и географические факторы не вечны, а 2000 лет для наших масштабов период вполне весомый. Кроме того, наряду с явлениями природы следует учитывать и ситуацию. В данном случае большую роль играло положение района между Дальним Востоком и Средиземноморским Западом. Еще больше интерес представляет последний регион — дельта и пойма Волги и долина Терека.
потому что здесь нам удалось поставить эксперимент. Ландшафт окружающих Волгу пустынь и полупустынь резко отличен от ивовых рощ и тростниковых зарослей поймы и дельты. Согласно нашему тезису, здесь должны были обитать люди, совершенно не похожие на степных кочевников, оседлые, со своеобразным хозяйственным укладом и специфической культурой. В 1959 году автору этих строк было поручено отыскать на Нижней Волге археологические остатки культуры хазар, которых в то время большинство ученых считало кочевниками. Всех удивляло то, что за 100 лет в приволжских степях не было найдено ни одного памятника, который можно было бы приписать хазарам. Исходя из наших географических представлений, мы, вопреки всем установкам, направились сначала в пойму, а потом в дельту Волги, и там обнаружили на Беровских буграх хазарские кладбища и следы поселений. В долине Терека мы нашли не только хазарскую керамику, которая отмечала места хазарских поселков, но и цитадель хазарской крепости Семендера, причем локализация хазарских деревень и казачьих станиц почти совпадала. Это указывало на то, что быт хазар и терских казаков был одинаков. Он был подсказан особенностями ландшафта озонального или провинциального региона. Таким образом, было сделано археологическое открытие, интересное тем, что оно подтверждает хрономический принцип Берга. В этой связи важно отметить еще то обстоятельство, что общественно-политический строй степняков, половцев, нагайцев и калмыков, относящихся по нашей классификации к третьему орало-каспийскому типу, и обитателей дельты Волги и долины Терека, хазар, астраханских татар и казаков, резко различен. Последние, до подчинения Российской империи, сохраняли устойчивые формы военной демократии при относительно слабой центральной власти. Ханская или атаманская власть была нужна им только для военных походов, а попытка усилить ее и превратить Хазарию в централизованное государство, предпринятое иудейской общиной в IX-X веках, привела ее к гибели вследствие отсутствия поддержки народных масс. Наибольшего расцвета военно-демократическая система достигла на Дону, долину которого следует причислять к Волго-Терскому региону, несмотря на значительные отличия природных условий. Хотя 4 надпойменных террасы Дона плавно переходят в водораздельные степи, но уже на второй террасе проявляется озональность, колки, леса, заросли ивника и тому подобное. Со II века нашей эры здесь вели оседлый образ жизни сначала аланы, потом носители салтовской культуры, хазары и, наконец, казаки, создавшие знаменитый казачий круг, военно-демократический орган самоуправления. Автору этих строк в 1965 году удалось найти на Среднем Дону следы небольшого поселения, где была обнаружена керамика всех эпох с X по XVII век, что еще раз подтверждает культурную преемственность населения долины Дона, независимо от внедрения в нее инородных этнических элементов. Разумеется, все описанные закономерности имеют верхнюю хронологическую границу — развитие цивилизации и техники в XIX-XX веках, но это особая тема, выходящая за рамки проведенного нами исследования. В заключение мы не можем не остановиться на вопросе, который был затронут в начале. Не является ли хрономический принцип Берга вариацией географического детерминизма Бодена и Дюбо, Монтескьё, Гердера и их современного продолжателя Хентингтона? Действительно, элементы внешнего сходства в обеих системах имеются, но есть и огромные различия, которые позволяют ответить на этот вопрос отрицательно. Все основатели географического детерминизма, устанавливая зависимость народного характера от географической среды, стремятся этим путем раскрыть закономерность, присущую человеческому обществу. Основным исходным моментом во всем построении является античная идея о влиянии природы на психику человека, тем самым на национальный характер и через это на судьбы народов. Предлагаемый подход диаметрально противоположен. Устанавливается лишь обусловленность хозяйственной деятельности человека природными условиями географического региона, то есть способность к адаптации, определяющая возникновение конвергентных форм, с чем ни один материалист не будет спорить. Затем мы отмечаем, что характер институтов управления связан с особенностями хозяйственной деятельности и способом производства, но отнюдь не распространяем эту закономерность на все проявления деятельности человека и тем более человечества. Например, влиянием усиленного увлажнения или наличием пересеченного рельефа невозможно объяснить ни детали политической борьбы партии, ни смену общественных формаций, так как они являются проявлением спонтанного развития человечества в целом. Ведь в любом устойчивом ландшафте
При одном и том же хозяйстве происходят смены формаций, когда меняется окружение изучаемой страны. Для примера рассмотрим историю Греции. За исключением нескольких крупных городов, где кипела торговля и использовался рабский труд, Афины, Коринф, Мегары, занятием населения было примитивное скотоводство и земледелие. Козы паслись, и оливки вызревали 3000 лет тому назад так же, как в наше время. Но в XII веке до нашей эры базилевсы водили дружины разрушать Трою. В VI веке до нашей эры демократы свергали власть олигархов. В IV веке до нашей эры ослабевшая Эллада упала к ногам македонского царя Александра. Во II веке до нашей эры она сделалась провинцией Римской республики. В V веке нашей эры через Грецию прошли свирепые готы и были изгнаны на запад. В VII веке обезлюдевшую страну заселили славяне, смешавшиеся с остатками древнего населения. В XIII веке новые греки освободились от власти захватчиков-крестоносцев. В XV веке Греция подпала под власть турецкого султана. В XIX веке она освободилась и стала самостоятельным государством. Несомненно, что различия эпох и смена формаций определяются не провинциальным бытом пастухов Аркадии или горцев Этолии, а включением Эллады в мировую систему хозяйства, подчиненную закону спонтанного развития. То же самое произошло с евразийскими кочевниками. Их хозяйство было весьма специализировано, они постоянно нуждались в обмене товарами с оседлыми соседями, а это вовлекало их в мировую историю и заставляло испытывать все перипетии общеисторического процесса. Как только натуральное хозяйство сменилось товарным, как только через степи потянулись караваны, везшие шелковую пряжу, кораллы, золото и прочие предметы роскоши, как только в Китае, Согдиане, Иране и Византии потребовались рабы, рабыни и наемные солдаты, степь вошла в круговорот всемирного исторического процесса. Но эта проблема относится к разряду гуманитарных и общественных наук, которых мы сейчас не касаемся. Мы рассматриваем способы приспособления отдельных коллективов вида Homo sapiens к определенным условиям географических ландшафтов, то есть подходим к проблеме не как гуманитары, а как естествоиспытатели. Отмеченная нами зависимость относится не к общественным, а к этническим коллективам, и к ним следует применять иную шкалу и иную систему измерения, которую мы попытались отыскать. В этой географо-биологической системе сопоставления и синтеза тезис Берга подтверждается всем имеющимся в распоряжении науки материалом.